С сегодняшнего дня в школах и детских садах республики введен свободный режим посещения, а досрочные госэкзамены отменены. Такое решение для профилактики распространения коронавируса приняло Министерство образования Чувашии. Как будут работать школы и кружки после плановых каникул и не продлят ли учебный год, расскажем в нашем материале. С 19 марта родители могут сами принять решение, ввести ли ребенка в садик или оставить дома. Такую временную возможность Министерство образования Чувашии предоставило на время всемирной пандемии коронавируса. Родителям нужно лишь написать соответствующее заявление. То же самое касается и посещения школ. Правда, там уже с 23 марта будут плановые весенние каникулы, а после школьников планируют перевести на дистанционный режим обучения. Принято решение до 12 апреля обеспечить для наших детей дистанционное обучение. Родители некоторые предполагают, что это будет продление каникул до 12 числа, но на самом деле нет. У нас весенние каникулы пройдут в штатном режиме, в соответствии с графиками, а потом обучение будет проходить в иной форме, дистанционной форме. Для этого сейчас есть все возможности, подчеркивает заместитель министра образования Чувашии: электронные дневники и учебники, онлайн-платформы для бесплатных вебинаров, образовательные порталы. При этом у учеников младших классов после весенних каникул будет возможность ходить в школу. Это связано с тем, что малышей иногда небезопасно оставлять дома одних. Решение за родителями и образовательным учреждением. Отмечу, что техникумы, колледжи и вузы республики уже перешли на дистанционное обучение. Пандемия коронавируса внесла коррективы и в график ЕГЭ. В марте и апреле должен был пройти его досрочный этап. Было заявлено около 300 человек. В связи с тем, что сложилась такая ситуация с коронавирусом, было принято решение о отмене досрочного этапа и перенос этого срока на основной летний период. Также переносится и заявочная кампания в детские оздоровительные лагеря. Пока на неопределенный срок. Ведь забронировать путевки обычно приходит до 200 родителей одновременно. А это лишнее скопление людей. В Министерстве образования Чувашии подчеркивают, сами летние каникулы будут проходить в обычном режиме. Летняя кампания, оздоровительная кампания будет проходить. Каникулы наших детей начнутся вовремя летом, и поэтому переноса или продления учебного процесса не будет. Лагеря будут работать в штатном же режиме. В учреждениях дополнительного образования и кружках часть занятий отменяется, часть будет проходить в дистанционном режиме. Валентина Алексеева, Алена Артемкина, Никита Углев. Вести Чувашия.